только так держать. А как? Поставь. Ну потому что я хочу тебе читать, а не фотоаппарат. А ты знаете, фотоаппарат плохо снимет. Я же потом тоже хочу посмотреть. Да хрен с ним, поставь вот. О, Господи. Да. Поставь его как-нибудь и все. Ты слаб, вот сейчас мы снимем просто небо и твой голос, и все. Вот, давай вот так. Дай сюда что-нибудь. Ладно, держи уже. Вот что-нибудь дай. Успокоишься же, все. Все, давай, вот, снимай. А ты мне еще будешь говорить, подожди, куда ты ушел из кадра? Да. Сядь Не сейчас надо. один раз, чтобы я по тебя настроила. Слава. Да сейчас ты что ж ты будешь делать? Все, тут так шевелиться не будешь больше, да? Ну сейчас будет смешно, если мы снимем небо. Все, давай. Он снимает. Да он снимает небо сейчас, он не видит. Он тебя Короче, видит. если хочешь, держи, блин. Он тебя видит. Все. Ты главное не шевелись. Видишь? Все, поехали уже, да? Давай. Ноги, блин, затекают. Вот сейчас, Слава, зачем ты встал? Ну потому что мне неудобно. Слав, так. сейчас будешь вот так. Нормально. Живот. Начинается рассказ. Ну не видно тебя там будет. Ну ладно, Вашу садись. бабушку. Сядь. Слав, ну ты артист, что теперь терпи. На колени. Начинается. Я уже ты сразу выучил наизусть. Молодец. Какой у тебя память хорошая, целую фразу выучил. +2. Ладно. Все. Можно уже? Да, наконец? давай начинаем. Начинается рассказ Комары. от Ивановых проказ. И от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка. Это на самом деле самое начало такое было? Да. Я думал, ты сам придумал. Нет, реально. Блин, да что ж... Все, начни. будешь делать? Я адекватно. Можно продолжать мне? Да. Начинается рассказ. Угу, да, я слушаю. От Ивановых проказ. Йога, И йога. от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка. Козы на море ушли, горы лесом поросли. Конь с золотой узды сорвался, прямо к солнцу поднимался. Лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой. Гром по небу рассыпает и входит облако, сверкает, гром по небу рассыпает. Это присказка, подожди. Сказка будет впереди. Как на море океане и на острове Буяне новый гроб в лесу стоит, в гробе девица лежит. Соловей над гробом свищет, черный зверь в дубраве рыщет. Это присказка. А вот сказка чередом пойдет. Сядь. Да. Ну так видите ли, миряне, православные христиане, наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов чуть не с 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье да и только. Вот недели через 5 начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник. Над конюшней надо всей из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился, хоть пропасть пришельца потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает: постой-ка, я тебе двину неумойка. Так недели через 5 спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том 2 коня, словно лишь из-под гребня, Что такое чисто спальник? начисто. А? Спальник. Спальник это по спальням ведут. Наверное. Я думала, ты спальник все. Так недели через 5 спальник начал примечать, что Иван коней не холит, и не чистит, и не школит, но при всем том 2 коня, словно лишь из-под гребня, чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, лоснится, как шелк, в стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах больших сыта, будто только налета. Что за притча тут такая, спальник думает, вздыхая. Уж не ходит ли постой к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а ничто, так я и пулю, не смигнув, умею слить, лишь бы дурня уходить. Донесу я в думе царской, что конюшей государской, басурманин, ворожей, чернокнижник и злодей.
что он с бесом хлеб-соль водит, в церковь Божию не ходит, католицкий держит крест и постами мясо ест. В тот же вечер этот спальник, прежний конюший начальник, в стойло спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила, у него в груди заныло. Он ни жив, ни мертв лежит, сам молитвы все твердит. Ждет суседки. Чу, в самом деле, двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет и из шапки той берет в 3 завернутые тряпицы царский клад, перо, жар-птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал, и от страху так забился, что овес с него свалился. Но суседке невдомек. Он кладет перо в сусек, чистить коней начинает, умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет. А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, смотрит спальник чуть живой. Что тут деет домовой? Что за бес? Ничто нарочно приледился плут полношный. Нет рогов, ни бороды. Рожий парень хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке позументы, сапоги какал Софьян. Ну, точнёхонько Иван. Что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Так вот что, наконец проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить у меня. А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет, гривы косы да поет. А убрав их, в оба чана нацедил сыты медвяный и насыпал дополна белоярого пшена. Тут, зевнув, перо жар-птицы завернул опять в тряпицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться, и, услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил, хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. Я с повинной головою, царь, явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Говори, не прибавляя, царь сказал ему, зевая. Если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать. Спальник наш, собравший силой, говорит царю, помилуй. Вот те истинный Христос, справедлив мой царь, донос. Наш Иван, то всякий знает, от тебя отец скрывает, но ни злато, ни серебро, жар-птицево перо. Жар-птицево? Проклятый, и он смел, такой богатый, погоди же ты, злодей, не уминуешь ты плетей. Да и только, то ли еще он знает, спальник тихо продолжает, изогнувшийся, добро, пусть имел бы он перо. Да и самую жар-птицу, вот в твою, отец, светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать. И доносчик с этим словом, ключась обручем толовым, к кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся, искусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака: «Гей, позвать мне дурака!» И посыльные дворяне побежали до Ивана, но, столкнувшись в углу, растянулись на полу. Царь тем много любовался и до колотья смеялся. А дворяне, усмотря, что смешно, то для царя, меж собой перемигнулись и в другой растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяне вновь пустились звать Ивана. И на этот уже раз обошлось без проказа. Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют, и нога